Непотушенная сигарета стала причиной пожара в квартире дома по улице Бондаренко. Хозяин жилища в момент возгорания спал. Проснулся он, когда вся комната была уже в огне. Мужчина не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Эти и другие подробности в материале Вероники Гайнудиновой. А как у него состояние сейчас, хозяин? Ну как состояние? Состояние полного душевного опустошения. Соседей, поддерживающих хорошие отношения с жильцом сгоревшей квартиры, довольно мало. В основном о мужчине, живущем здесь чуть меньше 50 лет, отзываются не самыми лестными словами. Видя, какой образ жизни ведет хозяин жилища, соседи не удивились, узнав о пожаре в его квартире. 47 лет. В этой квартире живет, да? Да. И ни разу не работал? Нет. Никогда? Никогда. И дураки, говорят, только работают. Он один живет, да, в этом квартире? Он жил с матерью, с братом. Мать умер, у матери пенсию на пенсию жили, не работал, по помойкам шлялся. Брат умер в прошлом году. Теперь он один остался и за квартиру не платит. Другие соседи рассказывали, что раньше мужчина работал цирковым клоуном, но сейчас на пенсии. Часто выпивает, света и газа, по рассказам, в квартире не было. Их отключили за долги. А потому пожар мог устроить только он сам. Судя по всему, хозяин жилища уснул на диване с непотушенной сигаретой. Когда проснулся, все уже было в огне. Мужчина вышел на улицу до приезда пожарных. Правда, сам он, похоже, все еще не понимал, что произошло. Замерз, конечно. Вот здесь я окошко закрыл, здесь-то тепло. Ну что тебя? Куда вас, сударь, к черту понесло? Неужто вам покой не по карману? В результате пожара огнем была объята одна комната, другие помещения не пострадали. И после того, как пожарные справились с пламенем, мужчина вернулся в свою квартиру. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.